Друзья, добрый день! Сегодня у нас в обзоре Crown Royal Salon 180 кузов. Интересная машинка. Это родной брат Атлета, да, Crown Атлет, и, наверное, это двоюродный брат Crown Majesty. Ну, в принципе, одна платформа, одна база, очень похожее все. Интересный экземпляр, достаточно жирный, даже сразу, если без кузова обойтись, да, то есть, смотрите, у нас здесь датчик скорости, адаптивный круиз-контроль, то есть машинка может сама разгоняться и тормозить относительно впереди идущей машины. Итак, смотрите, для начала пройдемся по кузову, посмотрим его линии, черты. Блин, к сожалению, машину не получилось завести, аккумулятор сел прям вообще в ноль, придется вам ее показывать здесь. Но я думаю, что основные моменты передать получится. Очень красивый цвет, вот этот вот мне очень нравится, у них родной. Что Атлет, что Royal Saloon, они очень классно смотрятся. В чем же отличие Рояля и Атлета? Основные отличия: это у нас подвеска. Атлет имеет более спортивные характеристики подвески. Royal Saloon, соответственно, более такой вальяжный, более мягкий. Ну, как бы вариант поспокойнее. По салону, в принципе, они идентичны. Еще говорят, что тормоза вроде как на Атлете побольше. Ну, не знаю, на самом деле, возможно. Надо сравнить. Я этот факт много раз слышал. Спереди, сзади у нас дисковые тормоза, естественно. По-моему, на Атлете они больше. То есть вот это основные отличия. А в принципе, все остальное здесь похоже. Моторы у этих машин бывают 2,5 литра, 3 литра и 3,5. Пушка. Итак, давайте заглянем в салон. Итак, что же мы имеем? Вот так. Смотрите, что касается салона. Все, как видите, очень похоже на атлетовские черты, да. Но единственное, здесь другие цвета. В отличие от Атлета, здесь больше светлых тонов. Это и касается и сидения, и панели, и дверных карт, и потолка, и всего, чего только может коснуться ваш взгляд. Также вот этот подлокотник. То есть на Атлете это обычно черные, темные, какие-то темно-синие цвета. Также это касается вот этого дерева. На Атлете все эти вставки, они обычно других цветов, более таких строгих. Вот здесь это все в светлом тоне. Crown очень богат комплектациями и наборами функций. Ну, допустим, конкретно на этом мы видим: это круиз-контроль, это мультируль, кнопка старт, электрозеркала, настройка сидений передних, оба сидения на электричестве. Также отключаемый трекшн-контроль, если вы хотите ехать очень весело. Естественно, коробка в режиме зимы, в режиме Power. Здесь у нас пепельница, подстаканнички, двигающиеся и открывающийся подлокотник. Очень классно смотрится вот этот вот бархат. Это здесь сделано прям приятненько. Двигающееся сиденье, сейчас оно не будет. Ну, еле-еле двигается, аккумулятор в усмерть сел. Классный бардачок, маленький, но приятный. И, соответственно, вот такая вот барахолка. По-моему, это мусорка, мне кажется. Да, это мусорка считается. А я раньше думал, что это упор для ног, когда совсем не знал японские автомобили. Эту версию они улучшили, в отличие вот от 170-го, да, предыдущего Crown, который тоже, в принципе, очень крутой. Что же стало меняться? Здесь много алюминиевых деталей, да, то есть по подвеске, и, в принципе, очень много алюминия они сделали. Я так понимаю, это для облегчения веса попытались они сделать. Он стал больше, база у него стала больше. Эта машина больше, чем BMW пятерка того времени, либо Mercedes, да, E-класса, соответственно, то есть он больше этих конкурентов. Управляемость по сравнению с предыдущим поколением стала лучше, а машина ехать стала тоже быстрее, то есть и управление, и разгон, и торможение, все стало гораздо более лучше по сравнению с предыдущим поколением. Вот. Здесь, как мы видим, и задние подушки есть безопасности, да, передние у нас, боковые, задние. Я думаю, здесь стоит насладиться вот этими цветами, чисто эстетически, посмотреть на состояние, посмотреть на качество, то есть отделка, все чистенькое, качественно. Здесь даже еще пленочка есть. Ну, пороги, посмотрите на их состояние, как будто здесь никто никогда не садился и не вылазил. То есть дверные карты тоже, вот если обратите внимание, ни одной царапины, ничего нету, все настолько чисто, то есть вот сохранилось прям качество, вообще сохранилось. Полагаю, что эту пепельницу ни разу ни одной сигареты не кидали. Ну да, так оно и есть, судя по всему. То есть тут даже смазка родная, заводская еще сохранилась. А машине плюс-минус 15 лет.
тем не менее. Так, попробуем открыть багажник. У нас открывается с кнопки электро. Если аккумулятора хватит, аккумулятора хватило, открылся багажник. И теперь мы посмотрим сюда. Посмотрите. Кстати, ну Краун этот заслуживает уважения. Вот что касается его состояния, машинка прям вообще в идеале. Смотрите, японцы закинули вот такую сеточку. Кстати, ее никто не трогает, она так и остается здесь. Вот. И давайте по традиции заглянем. Посмотрим. Вау, я сейчас просто в обморок упаду от счастья. Посмотрите это состояние. Блин, родные швы, родные болтики. Запаску, по-моему, не снимали ни разу еще. Насколько все чисто, аккуратно. Японцы, вам, как всегда, респект и уважение многократное от нас, от россиян. Спасибо вам за такие машины, то, что вы их делаете. Это круто. Багажник очень большой, вместительный. Он и широкий, и высокий. В принципе, чемоданов сюда можно накидать, ну, прям огромное множество. Знак аварийки, по-моему, еще никто ни разу не снимал. Он так и стоит. Вот. Задняя камера. Все. Клоп идет в комплекте с машиной. Кстати, да, здесь не назвал. Здесь у нас есть мультиключ, то есть которым можно, если он у вас лежит в кармане, можно закрыть, нажав эту кнопку, и открыть машину всю. То есть вы можете, имея ключ в кармане, нажали, она закрылась, открылась. Сейчас она этого не делает, отказывается, потому что ключ у нас в салоне. В машине машиняшка понимает, машина понимает, что ключ в салоне, соответственно, отказывается. Вот сейчас я положу ключ в карман, и она закроется. Все, машинка закрылась. Вот такое вот чудо японской техники, ребята. Ну, наверное, Атлет, он для более молодых поколений, да? Роял салон для людей постарше, кто ценит шик, красоту, цвета, состояние. Ну, состояние, наверное, кстати, я вам скажу, у роялов оно обычно лучше, чем у Атлетов, немножечко, за счет того, что, ну, машина эти, сами видите, она, ну, смотрится немножечко более строже, как-то не такая агрессивная, как Атлет этого же поколения, этого же кузова. Соответственно, ездят на них, я так думаю, меньше, гоняют на них меньше, ну и, соответственно, эти машины хранятся лучше. Вот. Спасибо вам, ребятки, за просмотр. Поставьте, пожалуйста, лайк. Переходите по ссылкам, которые я прикрепил в видео. Там есть обзоры на многие из этих машин. Пишите обязательно комментарии, нам нужна обратная связь, чтобы понимать, как вам вообще качество видео, как вам качество моей озвучки. Ну, конкретно мне это действительно интересно. Так что, ребят, спасибо вам за просмотр. Все, подписываемся. Всем пока.